Здравствуйте. Инспектор ДПС Антонов. Документы, пожалуйста, ваши. Проводится рейдовое мероприятие на территории города Сыктывкара. Дайте вам помогу. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис. Сегодня у нас происходит рейдовое мероприятие. Мы осуществляем массовую проверку транспортных средств с целью выявления водителей, управляющих в состоянии опьянения, лиц, которые не имеют права управления транспортными средствами, либо лишенные, а также и иные нарушения правил дорожного движения. В том числе перевозка незаконных грузов, наркотических средств и так далее. Кто-то попался уже? Да. На настоящий момент мы проводим процедуру освидетельствования, уже провели ее в отношении водителя, который имеет признаки опьянения, и это установлено. В отношении него составлен административный материал, и машина будет помещена на штрафную, так называемую штрафную стоянку. Вот, а в отношении водителя будет впоследствии уже разбирательство в суде по его действиям по управлению транспортным средством в состоянии опьянения. А сколько у него парней? У него, как там показало, 0... Вова, сколько показало? 0,458 миллиграмм на литр. Это опьянение средней степени, скажем так. То есть это не какие-то последствия, не выхлоп, а вот именно он... 0,400 это, видимо, употреблял недавно, потому что, как правило, как видите, выхлоп, он там, такие показатели, они меньше. А 0,4 это, где-то так, грамм 200 водочки, наверное. Даже так. Да. Это, примерно там зависит от многих факторов. От состояния организма, от возраста человека, от комплекции. Еще хотелось бы узнать, вы, соответственно, тормозите не все машины подряд? По мере возможности, потому что вы видите, их больше, чем нас. Если бы нас было больше, мы, конечно, больше бы останавливали. Но как-то по внешним признакам можете? Да, все равно какие-то нюансы мы высматриваем. Там, может быть, манера вождения, состояние транспорта, что-то не горит, там, один из признаков, да, фара там не горит, или забыл еще включить фары там на габаритах, либо как-то неуверенно вошел в поворот. То есть, например, этот водитель, который на Ниве, когда я его остановил, уже по внешним признакам было видно, что немножко он неуверенно паркуется. Это был у меня первый повод для того, чтобы более внимательно на него посмотреть. И, как видите, состояние опьянения подтвердилось. А дальше потом запах чувствуете? Да, потом я его из машины просил выйти и уже почувствовал, что от него исходит запах алкоголя. При этом спросил у него, употребляли или нет спиртные напитки. Он сказал, что вчера с товарищем по 0,5 водочки выпили. Я думаю, сегодня он похмелился.